Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики, помощники и неравнодушные зрители. Нам очень нужна ваша помощь и поддержка. К сожалению, количество нуждающихся в спасении хвостиков не уменьшается, а вот наши возможности становятся все меньше. Мы понимаем, что сейчас очень тяжелые времена для всех нас. Но оставаться равнодушными к беде братьев наших меньших — это бесчеловечно. Многие из нас жили обычной жизнью. Дом, семья, работа. И вдруг внезапно у тебя внутри что-то щелкает, и ты начинаешь замечать то, что вчера еще не видел. Тоскливые глаза щенка, сидящего у обочины. Или грязного худого котенка, выскочившего из-под машины. И вот ты уже не выходишь из дома, не положив в карман пакетик с кормом для бездомных хвостиков. А потом через некоторое время в семье появляется котик, потом другой, а может быть собачка, которых мы не выбираем, не покупаем, а спасаем из тяжелой жизненной ситуации и дарим им любовь и дом. И ты уже не понимаешь, как ты жил раньше, как мог ты жить без них, без их радостной и верной любви, дающей тебе возможность вновь ощутить себя счастливым ребенком. И вроде уже все хорошо. Ты спас своих хвостиков, можешь теперь заботиться о них. Но то, что однажды проснулось в твоем сердце и душе, то, что называется милосердием и состраданием, вновь и вновь сталкивает тебя с ситуациями, в которых речь идет о жизни и смерти. И то, будет ли бездомный хвостик жить или умрет, зависит также и от тебя. Жить или умереть в прямом смысле слова, а не в метафорическом. Возможно, у него остался день или неделя, или немного больше до того момента, когда силы закончатся, и он тихо умрет, свернувшись в комочек. Я не знаю такого региона в нашей стране, где не страдали бы бездомные хвостики. Но если спросить волонтеров, которые уже как-то хоть раз столкнулись с Якутском, то они скажут, что именно там. Уж очень суровые условия жизни в этом регионе. Уму непостижимо, как в таких условиях там пытаются выжить братья наши меньшие. В адском холоде, голоде, больные, вместе со здоровыми, крупные, с маленькими. Когда видишь их обтянутые кожей скелетики, сразу невольно вспоминаешь Освенцим, только для собак. И ситуация здесь уже на протяжении не одного года меняется только в худшую сторону. Поэтому ваша помощь действительно решает, оборвется сегодня чья-то жизнь или кто-то получит шанс выжить и даже обрести любящую семью. Любая ваша помощь дает возможность хвостикам выжить, стать из несчастных и обездоленных домашними и счастливыми. Собаки не должны быть отверженными. Они пришли в нашу жизнь, чтобы разбудить в каждом из нас милосердного человека. Ох, ты давно как сидишь, а? Давно сидит вот этот дрожащий. Ай, голубые глаза. Ай-яй-яй. Каракалатик на будке ждет своего хозяина. Сегодня не меньше 40 градусов, туман. Как и чем вы можете помочь? Есть несколько вариантов. Для тех, кто хочет помочь, но не имеет финансовой возможности, вы можете распространять информацию о хвостиках, которые уже вывезены из Якутска и в настоящее время ищут дом. Вы можете рассказать о них на своих страничках в соцсетях, отправить их своим знакомым, чтобы они отправляли дальше по цепочке. И вот так от человека к человеку, дай Бог, и хвостики обретут свою семью. И в этом будет и ваша заслуга тоже. Вы можете не просто порадоваться, что кто-то нашел свой дом, но и сказать себе и своим близким, что ваша помощь сыграла свою важную роль.
Для тех, у кого есть возможность помогать на постоянной основе, можно стать финкуратором, то есть переводить определенные суммы раз в месяц на конкретного хвостика или на нескольких собачек. Суммы вы определяете сами, все зависит от вашего желания и возможностей. Но здесь очень важно понимать, что когда вы становитесь финкуратором, от вас в том числе зависит обеспечение жизни и здоровья этой собачки, которую вы берете под свою опеку. Ведь помощь заканчивается только в тот момент, когда ваш подопечный обретает дом. А теперь расскажу об основных этапах, где будет необходима ваша помощь. Как только куратор забирает хвостика из ППЖ и он едет на передержку, необходимо будет оплачивать эту передержку. Следующий этап – это вылет хвостика в Москву или в Питер. Здесь тоже будет необходима ваша финансовая поддержка, чтобы оплатить билетик. Следующий этап – это медицинские манипуляции. Обязательная стерилизация или кастрация, прививки, обработки от глистов и клещей. Если потребуется, то лечение. Слушай, скажи, я вот такая стала красивая, посмотрите, какая я. Вот такие, скажи, у меня стали красивые лапки. Вот такая я красивая вся. Я поправилась, да. И практически заключительный этап – это поиск дома. Здесь будет необходима помощь в оплате услуг фотографа. Нужны будут пиарные фотографии для того, чтобы в дальнейшем можно было хвостиков размещать в соцсетях или на платных пиарных площадках. И заключительный и самый радостный этап – это отправка домой. Как только хвостик уезжает домой, цель наша с вами достигнута. На всех этих этапах и нужна именно ваша финансовая помощь и поддержка. Конечно же, в этой помощи участвует не один человек. Как правило, набирается группа финкураторов. Помните, ручейки в конечном этапе превращаются в океан. А если не будет ручейков, то и океаны высохнут. В деле спасения все начинается с каждого из нас. Как только набирается группа финкураторов, судьба несчастной собачки делает резкий поворот от близкой смерти к добру, теплу, спасению и дому. Мы будем рады каждому из вас, кто решит помогать в спасении якутят. Любым способом, который возможен именно для вас. Иначе спасение остановится. Пожалуйста, давайте дадим им шанс сохранить жизнь, а в нас сохранить человека. Кто готов участвовать в спасении хвостиков, пишите в личку на WhatsApp, пишите в комментариях, звоните. Будем спасать вместе.